Суд города Хорога приговорил 7 жителей сельского джамуата Язгулям Ванжского района к различным срокам заключения за экстремизм. Среди них 3 учеников местной средней школы. Как сообщает радио Азади, ссылаясь на источник в суде города Хорог, приговор жителям Язгуляма был вынесен в конце декабря 2021 года. 4 взрослых получили по 6 лет колонии, 3 несовершеннолетних по 1,5 года, сообщил источник. Известны имена только 4 осужденных. Это Асо Шайхов, Лоик Одинаев, Хатам Шуков и Джаббор Гандумов. Какое преступление совершили жители Язгуляма, власти не раскрывают. Один из местных жителей сообщил журналистам на условиях анонимности, что их преступление заключалось в том, что они крикнули слова «Аллаху Акбар». Родители осужденных говорят, что их дети совершают намаз, но их нельзя считать экстремистами. Отметим, что подобные методы фабрикации уголовных дел практикуются таджикскими силовиками уже на протяжении многих лет. Это делается для создания видимости борьбы с так называемым экстремизмом и терроризмом и отчетности. Уроженец Ванжского района, известный таджикский блогер Абдурахмон 09, прокомментировал Хабархо ситуацию следующим образом. Это правда, что молодые язгуламцы были задержаны и заключены в тюрьму за то, что сказали «Аллаху Акбар». Каждый мусульманин в Центральной Азии и каждый мусульманин в мире должен знать, что в стране, где 98% населения составляют мусульмане, то есть в мусульманской стране, правители этого государства реализовали политику исламофобии. Из-за «Аллаху Акбар» их сажают в тюрьму на 6 лет. Мы видели, что в прошлом году футболисты клуба «Равшан» из Куляба были привлечены к ответственности за совершение намаза на стадионе. Мы видим, как молодых людей сажают в тюрьмы Таджикистана за отращивание бороды. Молодых людей заставляют сбривать бороды. Мусульманские женщины и девушки в Таджикистане снова получают штрафы за ношение хиджаба. И такие люди, как президент Эмомали Рахмон, помещены в список 250 или 500 самых влиятельных мусульман по всему миру. Таким образом, каждый мусульманин в мире, особенно в Центральной Азии, должен осознавать тот факт, что, к сожалению, в стране, где 98% населения исповедуют ислам, мусульман заключают в тюрьму за то, что они произнесли «Аллаху Акбар», за их публичную молитву и за их бороду, а также за ношение хиджаба. Мы, мусульмане Таджикистана, выступаем против этих незаконных и бесчеловечных действий и боремся изо всех сил. И мы просим всех мусульман, которые слушают нас, молиться за мусульман Таджикистана и за мусульман всего мира. Да хранит Аллах Свят Он Велик нас и вас. Амин. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشد. امین.